По данным регионального Минсельхоза, во всех категориях хозяйств республики под урожай текущего года произведен посев озимых, яровых, зерновых, бобовых, кормовых и овощебахчевых культур на площади свыше 67 тысяч гектаров. Как отметил в своем докладе замминистра Зелимхан Аздоев, при растущей урожайности по отдельным участкам, благодаря обеспечению аграриев семенами высших репродукций, а также новым подходам к удобрению почвы и обработке посевов, средний показатель по региону остается на уровне 26 центнеров с гектара. Результативность сохраняется в пределах нормы, но без выраженного роста. Ведомством этот факт объясняется неблагоприятными погодными условиями на ранних периодах роста посевов и относительно невысокой эффективностью работы в зоне рискованного земледелия. Мелиоративная система, которая находится в стадии возрождения. Хотелось бы озвучить, Владимир Ильич, что мы по индикатору должны были 68 тысяч, мы сделали 63 тысячи. При всех негативных условиях, вы в курсе, что было и градопитие, и засуха сейчас продолжается. Кстати, насчет засухи. 35 дней у нас стояла засуха атмосферная. При всех этих условиях мы собрали 63 тысячи тонн, а запланировано было 68. Почему, если такие высокие у нас урожаи, почему только 63? У нас Малгобекский район и северная часть Сунжского района в почвенной карте Российской Федерации, бывшей СССР, она идет как зона рискованного земледелия, засушливая зона. Единственное, чем мы можем там восполнять нехватку этих урожаев, это мелиорация, то, что было вчера озвучено. Мы варварским методом 90-х годах разрушили то мелиорация, которая у нас была. Мы ее сегодня восстанавливаем. Ежегодно мы вводим до 1300 гектаров орошения. Вот именно те зоны, где у нас орошение и предальпийская зона, вот там мы берем высокий урожай. Вместе с тем Зелимхан Аздоев отметил, для проведения уборочных работ в республике имеется все необходимое. Одновременно ведутся работы по закладке семян под урожай следующего года и заготовке кормов, а также по подготовке почвы к посеву озимых культур. В заключение замминистра обозначил несколько проблемных вопросов, которые, на его взгляд, требуют внимания правительства. Практически наши сельхозтоваропроизводители не кредитуются нашими банками. Мы ведем работу с Россельхозбанком. Вот. Пока нет ни одного кредита, который нам выйдет, ни одного кредита. У нас острая проблема по земельным вопросам. Очень много претендующих получить земли наших УФО уже понаделали себе документы, не дают нам работать, приходят, конфликтуют с нашими механизаторами. Вот мы воюем с этими захватчиками. Да, захватчиками. Нехватка квалифицированных кадров, огромная нехватка агрономов, механизаторов. В любом случае, при всех негативных условиях взяты на себя обязательства выполним обязательно. Посевная кампания осенняя по нашей стране не будет сорвана. Заслушав докладчика, Владимир Сластенин отметил, что ввиду положения отрасли как одной из приоритетных в программе развития республики, все задачи, связанные с повышением качества и количества продукции путем внедрения новых технологий и увеличения сельхозугодий, находятся в фокусе внимания властей региона. Минфину поручить изучить вопрос и работать вместе с нашими, у нас 3 банка здесь есть. Значит, не идет, если на встречу Россельхоз, профильный банк. Давайте, у нас есть подписанное соглашение с Сбербанком, значит, Почтный банк отличные условия дает сейчас. Ну и посмотреть по сейчас формированию бюджета уже понятно на следующий год. Так, нехватка квалифицированных кадров. А у нас, у нас мы еще не готовим, что никакую сельскохозяйственных готовим. Давайте мы тогда готовим целенаправленно. Ну и потом то, что вы сказали, соцпакет, белая зарплата, устал говорить, ну давайте людей оформлять официально. Но действительно они не защищены, о чем сегодня. Надо сейчас сделать выводы вам, мы вас возлагаем надежду. То, что вчера говорил глава, вот эти все вещи надо тоже сделать, выводы, и надо исправлять ситуацию. Премьер поручил профильным ведомствам изучить и проработать решения вынесенных на обсуждение вопросов и выразил уверенность в успешном проведении уборочной кампании, несмотря на нелегкие условия, сложившиеся в этом году после стихийных бедствий и эпидемий. Хади Добриева, Новости 24.